Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт – это одно из первых научных учреждений Казахстана. Он основан на базе губернской ветеринарно-бактериологической лаборатории, созданной в городе Оренбург 14 января 1905 года. Институт занимается мониторингом и оценкой эпизоотической ситуации, разработкой средств и методов борьбы с болезнями животных, научным обеспечением ветеринарно-санитарного благополучия территории РК, а также изысканием средств и методов оценки качества и контроля безопасности сырья и продукции животного и растительного происхождения. Институт имеет более чем вековую историю. Наш институт аккредитован по стандартам системы менеджмента качества. К примеру, 5 лабораторий аккредитованы по новому стандарту 17025-2019, 3 лаборатории аккредитованы по стандарту 17043. То есть эти 3 лаборатории являются провайдерами проверки квалификации диагностических исследований особо опасных инфекций. Лаборатория вирусологии сотрудничает с двумя институтами. Это APHA на английском, то есть это Агентство по охране здоровья животных и растений, которое находится в Великобритании. По лейкозу работаем с Польшей и вместе с ними разработали стандартную сыворотку. Эта стандартная сыворотка тоже аналогов нет в Казахстане. Она единственная стандартная сыворотка, которая соответствует всем требованиям МЭП, Международного эпизоотического бюро. В целях повышения научного потенциала институт ежегодно отправляет на стажировки в референс-центры международного значения. Поэтому в нашем институте более 50% сотрудников – это обученные молодые кадры. Касательно наших научных изысканий, исследований и результатов, полученных после проведения нами НИР, позволили Казахстану получить сертификат Международного эпизоотического бюро, подтверждающий благополучие территории нашей страны по ящуру, по африканской чуме лошадей. Учеными нашего института разработано более 20 биопрепаратов, которые вошли в Государственный реестр ветеринарных препаратов Республики Казахстан. Отдельные препараты не имеют аналогов в мире. В 2018 году совместно с экспертами МЭП была разработана национальная стандартная сыворотка по лейкозу для диагностики лейкоза и тестирования наборов диагностикум. Эта сыворотка – это лабораторная модель национальной стандартной сыворотки. Была протестирована в международной лаборатории МЭП по лейкозу Пулава в Польше с экспертом МЭП Яцеком Кузьмаком. Эта сыворотка предназначена для диагностики лейкоза, для выявления антител наборов диагностикума. Республика Казахстан является стационарно неблагополучной страной по сибирской язве. И сопредельные страны, такие как Киргизия, Россия, Украина, также являются неблагополучными. То есть данная инфекция присутствует во многих странах, и в том числе в нашей. Эта инфекция почвенная, то есть возбудитель всегда находится в почве, и этому способствует наличие почвенных сибириязвенных очагов. Почвенный очаг – это место, где была произведена прирезка, убой или падеж животного, и где хранятся останки этого животного, куда эти останки были помещены. Согласно правилам, до 1996 года ранее разрешалось просто эти останки захоранивать на глубину до 2,5 метров, захоранивали останки. Эта территория ограждалась, вывешивалась табличка, и сейчас делается, оборудуется очаг примерно так же. Но с 1996 года захоронение в почву категорически на территории Казахстана запрещено. Погибшее, павшее животное обязательно сжигается, утилизируется в печах, и только после этого его останки захораниваются в специальные ямы Беккеля. Это способствует сокращению почвенных очагов. Но, как я уже сказала, до 1996 года эти очаги были, и они сейчас остаются на территории страны в достаточно большом количестве. Ну вот, например, для Казахстана их более 2500.
Поэтому проблема этих почвенных очагов остается актуальной. При изменении климата, например, при наводнении или при засухе, вот изменения вот такие или в эту, или в ту сторону климатических условий способствуют возникновению вспышек при сибирской язве. И именно там, как правило, регистрируется вспышка там, где был ранее почвенный очаг зафиксирован. Один из эпизодов нашей работы, один из интересных моментов, вот в период с 2015 по 2017 год нашими сотрудниками института проведена уникальная работа совместно с местными исполнительными органами и ветеринарными специалистами на местах. Во многих областях республики была проведена работа по изысканию сибиреязвенных захоронений или так называемых сибиреязвенных почвенных очагов, которые ранее не были установлены и которые ранее были установлены, но были утеряны. Эта работа проводилась в течение 3 лет, я сказала, с 15 по 17 год, и в период проведения этой работы нашими сотрудниками было найдено 252 почвенных очага. Кроме того, в процессе этой же работы специалистами нашими была проведена оценка ветеринарно-санитарного состояния уже ранее установленных почвенных очагов. И всего в процессе этой работы было осмотрено и оценено более 700 очагов. При этом всем местным исполнительным органам, ветеринарным специалистам были даны научно-практические консультации по правильному оборудованию их согласно требованиям действующих санитарных правил, требованиям Санпина. Кроме того, по вот этой проблеме, если останавливаться на сибирской язве, в нашем институте совместно с московскими специалистами было разработано новое дезинфицирующее средство, двухкомпозиционное средство. Оно состоит из 2 растворов, буферный раствор и основной раствор. Данное средство вот в течение 3 лет прошедших нами было успешно апробировано на территории нескольких областей нашей республики с различными типами почв, это очень важно, с различными типами почв, его плотностью, влажностью, температурными факторами. Ну, там много критериев, которые очень важны, поэтому вот были осуществлены выезды в различные регионы республики, и именно вот в различных условиях они были апробированы. И при этом наши исследования показали, что при 10% концентрации этого раствора, комбинированного раствора, он является эффективным и полностью санирует все типы почв, на которых мы исследовали, причем за короткий срок, от 45 до 60 минут. В сравнении с аналогами, мы проводили контроль, естественно, в сравнении с аналогами это очень быстрый период санации и как бы тоже является большим плюсом для данного средства. Но вот в настоящее время в нашем институте проводятся эксперименты по полному, глубокому обеззараживанию почвы для ликвидации почвенных очагов, которые мешают перспективному развитию нашей страны. Например, на водопроводе стоит очаг, или рядом с жилым домом стоит очаг. Знаете, мы выезжали, и бывало так, что очаг расположен прямо в центре дома, в центре сада дома. Играют дети, ходят люди, очаг перенести невозможно пока на настоящее время. И поэтому институт занимается такой перспективной темой, что полностью обеззаразить, полностью санировать очаг и после этого перенести, чтобы он не мешал жизнедеятельности страны. Но вот аналогов такой работы пока нет ни в наших странах, ни насколько мы мониторим, ни в сопредельных странах.